В эфире программа «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Озвучу основные темы уходящего дня. В 37 школах Якутии установили нарушение санитарных правил и норм. Специалисты Роспотребнадзора провели 530 объектов. В Ленске стартовал капитальный ремонт участка дороги на улице Чапаева-Нюйская. Расскажем подробнее. В Якутске прошла образовательная программа по внедрению и развитию нейросетей о применении искусственного интеллекта. В Нерюнгринском районе проходит акция «Помоги пойти учиться» о помощи нуждающимся. В парке культуры и отдыха состоялись бои по боксу, посвященные Международному дню бокса, о мероприятии. Более 50 школ столицы республики готовятся к 1 сентября. Расставляют парты, закупают учебники, а где-то и заканчивают ремонтные работы. Как школа Якутска готовится встречать своих учеников, расскажет Петр Васильев. Фасадные работы, установка окон и кладка плитки. Так сегодня выглядит строительная площадка школы номер 1. Новое здание площадью более 6000 квадратных метров сможет вместить более 250 учеников в смену. Темпы работ, как отмечают специалисты, отличные, объекты идут точно в срок. Это, как говорится, объект, который строится в центре столицы со своей историей. Здесь, слава богу, подрядчик попался такой, который имеет хорошую историю. И все его просьбы и предложения, которые были в ходе строительного сезона озвучены, правительством они поддержаны. Распоряжение по авансированию данного объекта уже подписано. И я думаю, что здесь подрядчику мы очень здорово помогли. Еще одна точка визита – Саха политехнический лицей. Школа полностью готова ко встрече со своими учениками. В новом учебном году здесь откроется дополнительный пристрой к основному зданию. Это 30 полноценно оснащенных учебных кабинетов и новые возможности для развития как профессиональных, так и творческих навыков. И очень отрадно, что родители стараются выбирать нашу школу, скажем, да, но все-таки места все-таки ограничены, но из планированных 120 все-таки детей очень много было подано, и мы запланировали 180 детей набирать. Готовится к 1 сентября и самая большая школа республики – школа номер 40 имени Михаила Ефимовича Николаева. Сюда за парты 1 сентября сядет практически 1000 первоклассников. Ну что ж, посмотрим, что их ждет в новой школе. Конечно, помимо отличного и самого современного ремонта, в глаза в первую очередь бросаются вот эти красные парты, которые оснащены регулируемыми механизмами для, собственно, подстраивания под рост первоклассников. Конечно же, здесь у нас по классике и меловая, и современная цифровая доска. В общем, будущее пересекается с прошлым. Ну и, конечно же, не могу не отметить отдельно жалюзи. Смотрите, здесь алфавит, время, времена года. И даже на некоторых есть и таблица умножения. В общем, все, что нужно освоить буквально с первых дней. Безусловно, есть в столице ряд объектов, отстающих от плана, но подрядчики усиленно стремятся сдать все работы в срок. И не просто ради галочки, а для того, чтобы в каждой школе 1 сентября прозвенел заветный звонок, означающий путь к знаниям и новым открытиям. Петр Васильев, Станислав Потапов, Якутск. Оперативный штаб республики продолжает работу по дополнительному обеспечению снаряжением и оснащением участников СВО из Якутии. Регулярно в сторону опорных пунктов выезжают грузы адресных посылок от родных и близких военнослужащих. С началом этого года было выполнено более 30 рейсов, перевезено порядка 110 транспортных средств. Подготовлена заявка на финансирование наших якутских изделий, таких как производителей снегомолотоходов Як-40, Як-14, «Зеленая энергия» и современные беспилотные летательные аппараты типа как нашего производителя «Саха-дрон».
37 школах Якутии установили нарушение санитарных правил и норм. Таковы промежуточные итоги работы по оценке готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Всего специалисты Роспотребнадзора проверили 530 объектов. Это 85% школ всей республики. При этом особое внимание инспекторы уделяют интернатам. Подробности в материале Саргаланы Неустроевой. Маршрут специалиста Роспотребнадзора в школе всегда начинается с кухни. Соблюдение санитарных норм и правил в пищеблоке – базовый минимум. 5 минут и проверка для кухни республиканской школы-интерната пройдена. Затем следует инспекция жилых помещений. И тут снова без замечаний. Нареканий к содержанию нет и у самих воспитанников интерната. 19-летняя Надежда Бадалова живет здесь с 8 лет и признается, что не хотела бы покидать родную альма-матер. Нет, такого нет, что что-то задевало, не нравилось. Все нормально. Кормят вкусно? Очень вкусно. Я являюсь тут воспитанницей с 2014 года. Это моя любимая семья, моя любимая школа. Я тут выросла. Следующий этап – проверка учебных классов. Оборудование стандартное, внутреннее убранство без излишеств. Все-таки помещения не новые, деревянные. Хоть и видно, к оформлению местный персонал относится с заботой о детях. В медблоке также чистота и порядок. И, наконец, самый волнительный этап обследования – вынесение вердикта. Да, школа выполнила пункты предписания, которые были выданы в мае месяце текущего года со сроком до августа. И по результатам контрольно-надзорных мероприятий школа готова к новому учебному году. Скажем прямо, результат был очевиден. Подготовку интернат начал еще в июне, ведь фронт работ предстоял большой. Это и промывка труб, и ремонт, и благоустройство, и еще много всего. Ведь приоритет местного персонала – счастье своих подопечных. Усилиями наших работников проведены ремонтные работы, заменены полы, заваленки отремонтировали, сделали ремонт отопительных систем, сделали ремонт тротуарных плиток, также дороги. Вообще в этом году у нас очень хороший ремонт. Список проделанных работ можно продолжать. Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, в целом школы республики оказались готовы к новому учебному году. Исследования проводились даже по составу питьевой воды и воздуха. А для тех школ, где были установлены нарушения норм, были направлены соответствующие предложения. Саргаланы Неустроева, Станислав Потапов, Якутск. Помощь детям вместо букета. В преддверии Дня знаний фонд Харысхал объявил о старте акции «Добро в руках». Так, школьникам предлагается 1 сентября подарить учителю один общий букет от класса, а сэкономленные средства направить на помощь детям с инвалидностью. Наша съемочная группа встретилась с первыми участниками акции. Оксана Викторовна совмещает работу учителя с активной благотворительной деятельностью. Сегодня она со своими ученицами пришли поддержать акцию фонда Харысхал «Добро в руках». Направляя детей участвовать в добрых делах. Мы также участвуем в мастер-классах для детей, проводим классные часы, и также дети приходят к нам. Помогать детям – это всегда очень радостно, потому что дети общаются, получают эмоции. И, конечно же, мы показываем пример другим людям, что нужно обязательно помогать. Педагог с 20-летним стажем вот уже несколько лет принимает участие во всевозможных мероприятиях добра. И что самое главное, ее примеру подражают ученики. Мы участвуем с 5 класса, так как наш классный руководитель Свиридкина Оксана Викторовна очень такой добрый человек. И она дала нам с 5 класса то, что надо тоже делиться добром. Во-первых, я считаю, что нужно помогать, потому что добро возвращается. Как призыв для своих сверстников и для будущего поколения это показать пример. А суть акции заключается в следующем. 1 сентября вместо покупки большого количества букетов приобрести один общий букет учителю, а сэкономленные средства направить в помощь детям с инвалидностью, нуждающимся в лечении. В этом году мы все собранные средства в рамках акции направляем Ариану Картузову, 6-летнему мальчику, который должен пройти комплексную реабилитацию в городе Казани, а также сумма будет также направлена на адресную помощь детям с инвалидностью, которые обращаются
обращается к нам в благотворительный фонд «Харасхал». А так каждый год мы стараемся рассматривать разные цели на направление средств, которые мы собираем. То есть мы собирали как на покупку медицинского оборудования детям, на поездки, выезды в рамках дня рождения к Деду Морозу. Мы приобретали различные средства реабилитации. Присоединились к акции учащиеся Национальной гимназии АИ Кагата. Идею охотно поддержали родители 2 Б-класса, благодаря чему у каждого ребенка появится возможность внести свой маленький вклад в большое дело. В школе моего ребенка в классе 40 детей, и если каждый из них будет дарить букет учителю, это получается порядка или даже больше 100 тысяч рублей. И, к сожалению, это через пару дней пойдет в мусорку. И чтобы эти деньги направить в более доброе русло, а также приручить наших детей с детства быть добрыми и добрые поступки совершать, мы решили участвовать в этой замечательной акции. Каждый из нас может сделать этот мир лучше, следуя примеру таких замечательных людей. И если вы тоже захотите поделиться добром и присоединиться к акции, то можете оставить заявку на сайте или напрямую обратиться в фонд «Харасхал». Ведь добро в наших руках. Виктория Готовцева, Артумен Наговицын, Якутск. Помощь в подготовке к началу учебного года для семей в трудной жизненной ситуации не бывает лишней. В Нерюнгринском районе также проходит акция «Помоги пойти учиться». Подробности у наших коллег. Мы тебе дарим здесь такие подарочки, собрали. Там как раз все для ученицы 1 класса, чтобы ты училась и одни 5 получала. Хорошо? Хорошо. Держи. Адресная помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей помогает им подготовиться к началу нового учебного года и в значительной мере снизить нагрузку на семейный бюджет. В рамках акции дети получают канцелярские принадлежности, портфели, книги и многое другое. У нас особая категория семей, которые нуждаются в нашей заботе, поддержке. Мы с ними всегда на связи, они очень рады нас видеть. И любым нашим подарочкам, посещениям и нашему вниманию они очень рады и благодарны нам. То есть отзыв от наших семей как бы всегда достойный. Акция «Помоги пойти учиться» – это не просто благотворительность, это проявление заботы и любви, ярких школьных эмоций и, конечно же, поддержки тем, кому она необходима. Прокуратура города Нерюнгри ежегодно принимает участие в данной акции. Мы, как правило, приезжаем и в детский дом «Вектор», и участвуем также совместно с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних в сборе денежных средств и покупке канцелярских принадлежностей для школьников. Уже не первый год управление ГАИ по Нерюнгринскому району принимает активное участие в этой акции, напоминая школьникам о правилах безопасного поведения на дорогах. В этом году мы собрали подарки для многодетных и неблагополучных семей, для первоклассников. Мы подготовили для них световозвращающие рюкзачки, световозвращающие элементы, памятки о том, как себя вести на улице, чтобы дорога до школ и домой для них была безопасной. Акция «Помоги пойти учиться» позволит не только собрать детей к школе, снабдив их всем необходимым, но, что очень важно, дарит им огромный заряд радости и хорошего настроения перед началом нового учебного года. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутске прошла образовательная программа, посвященная внедрению и развитию проектного управления с применением нейросетей. В ней приняли участие 60 государственных и муниципальных служащих, а также сотрудники подведомственных учреждений. Участникам провели тренинги и обучение по применению нейросетей GigaChat и DeepSeek. В управлении и анализе данных после обучения участники смогли использовать свои знания на практике с применением искусственного интеллекта. Применение нейросетей помогает для ускорения мыслительного процесса, в части при подготовке паспортов портфелей проектов и паспортов проектов. То есть человек вводит свои промпты, задачи, и нейросеть помогает быстрее проанализировать получаемую информацию и помогает при упаковке самих паспортов проектов. В целом мы работали по 9 стратегическим указам главы республики, и тут разные были проекты, компоненты. В Ленске стартовали работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В данный момент проводятся работы по первому этапу проекта. Основная задача на текущий год – проведение капитального ремонта участка дороги на улице Чапаева-Нюйская.
протяженностью более 600 метров. Муниципальный контракт уже подписан, подрядная организация приступила к работам. Здесь будет обновлено дорожное полотно, тротуары и решена основная задача – это водоотведение. На реализацию дорожных проектов в Ленске в этом году выделено 32,5 миллиона рублей. В Алдане прошел форум, посвященный развитию туризма в районе. Власть и бизнес обсудили вопросы, создающие препятствия на пути продвижения и расширения данной сферы услуг. На форуме побывал Руслан Павлов. Алдан делает нас ближе. Под таким девизом на Золотой Земле собрались на форум предприимчивые люди, которые хотят и готовы развивать туризм на родных просторах. Сама природа дала возможность сделать это, однако туристический бизнес находится на стадии эмбриона. Первый раз в Алдане проходит, он очень нужный. С таких вот вещей что-то, может быть, получится хорошее, доброе и будет сюда привлекать разных людей. Ну и мы здесь для того, чтобы показать, что мы можем делать своими руками. Я думаю, тоже будет людям с разных регионов интересно. Яркие примеры туристических услуг населению, конечно же, присутствуют в Алданском районе и у соседей. Однако они дорогие, не получают должной поддержки и сводятся до круга заинтересованных лиц к клубам по интересам. Задачей форума было выявить болевые точки и барьеры, которые создают препятствия на туристических направлениях. Свои умозаключения по развитию туристических услуг участники форума высказывали с явным азартом и напором, делились опытом, искали оптимальные пути решения вопроса. Беда еще и в том, что подобного общения попросту не хватает. Каждый варится в своем котле, решая проблемы и продвигая идеи в одиночку. Нужно в этом направлении работать и, может быть, какие-нибудь объединяющие группы создавать. Вот сейчас во время форума многие даже предприниматели попросили создать группу в ВК, можно в WhatsApp создать, в Телеграме группу, где были бы собраны вот все представители, не обязательно там турбазы, допустим, общепит, можно все, кто относится каким-либо образом к туризму. По итогам туристического форума были достигнуты договоренности чаще встречаться, что позволит создать плодородную почву для взаимодействия и сотрудничества. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В парке культуры и отдыха состоялись бои по боксу, посвященные Международному дню бокса и 80-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне. Для горожан прошли мастер-классы от известных спортсменов. Подробнее в материале Лилии Бурцевой. Посетить события могли все жители города. Мастер-класс показал заслуженный мастер спорта России по боксу, вице-чемпион мира Василий Егоров, а также мастера спорта Михаил Варламов и Нурсултан Халыкбаев. Популяризируют именно бокс по всему миру и также пропагандируют здоровый образ жизни. И в этот год День международного бокса приурочен к 80-летию Великой Победы еще. И видите, как народу много всего собралось, и это же подталкивает тех, которые не занимаются еще боксом, чтобы они занимались боксом. А те, которые занимаются уже боксом, чтобы они гордились этим видом спорта. Прошли 5 боев в 4 различных весовых категориях – до 45, 52, 54 и 75 килограмм. Евгений Залесный, воспитанник боксерского клуба, занимается этим видом спорта уже 2 года. Сегодня юноша выиграл бой, а впереди у него большие планы на свою спортивную карьеру. Понравилось больше то, что мы дрались в открытом месте, на воздухе чистом. Было очень легко. Ну и публика, много публики были, людей. Я победил, взял 3 раунда. Бокс продолжает развиваться и удивлять своими поворотами. А зрители отмечают, что для молодых спортсменов очень полезно посещать такие события. Бокс, в общем-то, это романтичный вид спорта, джентльменский, поэтому для ребят малых заниматься боксом очень хорошо, это полезно для самовоспитания, для дисциплины. А вот сегодня скажем, с улицы можно посмотреть, сколько тут народу собралось. Похвально, что есть очень много молодежи, молодых ребят.
дерзающих, ну, хотят рвущих сирен. И я думаю, к олимпийским высотам они тоже прицеливаются. Каждый участник мероприятия получил не только возможность показать свои спортивные навыки, но и стал частью значимого исторического события, посвященного 80-летию Великой Победы. Лилия Бурцева, Аэлита Махно, Якутск. Наши коллеги из Мирного провели опрос среди жителей алмазной столицы, чтобы узнать, сколько стоит содержать домашнего питомца. Они дарят нам тепло и ласку, нежно мурлычут под боком и весело виляют хвостом. Но давайте на чистоту. Братья наши меньшие – это не только веселые фотографии в соцсети, но и вполне себе конкретные траты. Давайте узнаем у жителей Мирного, сколько они тратят на содержание своих любимцев. Ну, как породу я забыл. Шарпей, то есть. Да. Сколько примерно вы тратили в месяц на содержание животных и на что? На него мы тратили, он кушал только мясо, сердце, печень. И дорогой. Да, дорогое удовольствие. И тушенку кушал. Как человеческой едой кормили его, так. Все, очень капризная. Постоянно день-два раз мыли, вот когда летнее время, чтобы помыть на улицу ходить. Да. А примерно сколько это выходило? Это выходило месяц, ну сколько, 20 больше тысяч, да, только на это. Килограмм на 2-3 дня хватило. Хомячки джунгарские у нас. Ух ты, здорово. А сколько примерно в месяц вы тратите на их содержание? У нас они 2-3 недели еще, мы не знаем. Точно не могу сказать, но в первый день у нас, самый первый день у нас вышло на 4500, считая килетку, эти кружочки, чтобы они бегали, для их корма, для всего 4500 вышло. Ой, дорого что-то очень. Я каждый день покупаю ему вискас в пакетиках. Если по 10 пакетиков по 40 рублей, 400 рублей в день где-то получается. 400-500 рублей, да. Да, в основном не трачу. В туалет он ходит у меня без наполнителей. Кормлю я его обычной едой, что и сами кушаем. А сколько стоит, сколько вы тратите на проживание хомяков в месяц примерно? Да не знаю. Рублей 200 на корм. Только на корм и все? Ну, летом травку берем с улицы. А зимой? Ну, на зиму, например, веточки готовим. Ну, она у нас пожилая, ей 11 лет, сейчас на игрушки не тратимся, она не играет, ну, в основном на корм. А сколько примерно в месяц уходит? Ну, в день насколько там, 2 пачки влажного она съедает, плюс сухой корм, 1003, наверное. Год. Вот, отлично. А подскажите, сколько вы тратите на содержание животного? Ну, мы уезжали недавно, вернулись, оставляли там жильцам. Ну, примерно 4-5. А на что идут эти деньги? Наполнитель силикогелевый и еда, питание, плюс уход, там шампунь. Сколько примерно в месяц вы тратите на содержание кошечки? Полностью, с кормлением, с горшком, с прочими делами, в пределах 10. Как показал опрос, мирнинцы тратят на содержание своих питомцев от 200 рублей до 20 тысяч. Ну а сколько тратите на своих питомцев вы? Пишите в комментарии. Анастасия Воронцова, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.